Здравствуйте, мои дорогие, любимые! С вами снова канал Life. И сегодня мы с вами погадаем на друзей и подруг. Чаще всего, конечно, гадают на подруг. Мы посмотрим дружеские отношения. У нас будет 3 позиции на Таро универсальный ключ. И в каждой позиции будет по 7 пунктов. Вот такая тема у нас сегодня. Именно отношения с подругой или с другом. Напоминаю, что видео всегда актуально в момент, когда вы его смотрите, даже если оно записано много лет назад. Вы его нашли на просторах интернета, значит, оно актуально для вас прямо сейчас. И первый вопрос, который я буду выкладывать: в чем состоит сложившаяся ситуация в вашей дружбе? То есть, какое положение на сегодняшний день между вами с загаданной подругой или другом? И украшать я буду нашими вот такими вот брошечками. Первый цветочек у нас. Вторая — это Божья коровка. И третья — это лягушечка. Первая, вторая, третья позиции. Те, кто еще не выбрал, ставьте на паузу, выбирайте, а потом переходите на свой тайм-код. А мы начинаем с самой первой. 2 остальные я пока убираю в сторону. Мы рассматриваем отношения с загаданной подругой или другом. То есть, какие у вас отношения, да, и является ли этот человек на самом деле хорошим другом или плохим, мы это выясним в процессе расклада. Итак, первая карта — сложившаяся ситуация в вашей дружбе на сегодняшний день. Ну, 7 жезлов здесь показывается, 7 жезлов. Ну, карта какая-то не очень хорошая, она говорит о конфликте в дружбе. Или, может быть, как будто бы вы в последнее время не очень-то настроены друг на друга. То есть есть как бы такой момент, что один из вас отгораживается от другого, или одна из вас от другой. Вы знаете, тут такое вот как бы чувство, что дружили-дружили, все было как бы нормально, а потом либо пошел конфликт внутренний, да, вот в этой дружбе, как бы противоречие, что ли. Либо просто один человек из этих друзей начал избегать второго. Это может быть вы избегаете, это может быть друг или подруга вас избегает. Но сам факт отдаления по этой карте, как бы даже ограничивания, он есть. Допустим, люди могли вступать в конфликт такой внутренний или даже, может быть, скандал, спор открытый, да, и, соответственно, когда, ну, вот как бы такой не очень хороший пошел момент, что противодействие вот это, ну, естественно, каждый не очень-то захотел теперь вот так открыто общаться, а особенно один кто-то, вот, ну, тот, кто вот на горе стоит, да, то есть кто-то из вас начал отгораживаться. Хорошо, давайте теперь посмотрим мысли ваши в отношении подруги или друга. Какие у вас мысли об этом человеке на сегодняшний день? Паж Пентаклей. Ну, судя по тому, что мы видим пажа Пентаклей, мы точно понимаем, что вы готовы общаться. Ну вот как бы так? Ну вот вы, в принципе, готовы общаться. Вы понимаете, что когда-то между вами падет стена, там, допустим, обида какая-то уйдет, или вот это желание огораживаться по какой-то причине, и можно будет пообщаться. То есть все равно это время наступит, придет, понимаете? Такое чувство, что вы иногда, может быть, пишете друг другу. И паж Пентаклей здесь показывает, что вы готовы поддерживать беседу. Ну, в принципе, готовы. Хотя бы переписку или какие-то разговоры там по телефону или еще что-то такое, краткие, может быть, встречи, вы готовы поддерживать. То есть у вас есть, вы протягиваете руку к этому человеку. И получается, на 7 жезлов вы, наверное, вот эта сторона, а этот человек это. Но сейчас посмотрим дальше, конечно. Насколько, ну вот какие мысли, да, у вашей подруги или друга по поводу вас? Какие мысли у подруги или друга по поводу вас? Вот видите, повешенный.
То есть идет именно такая ситуация, как я и рассказала, что, скорее всего, человек от вас как-то огораживается или воинственно был настроен или была, потому что повешенный показывает, что она или он думает, что пока нельзя развивать отношения, отношения находятся в подвешенном состоянии дружеские, да, или, ну, этот человек понимает, что или как бы дружба с жертвой, да, или лучше не поддерживать связь. Вот я здесь точно вижу, как бы человек, может быть, не знаю, времени у человека не хватает, потому что прям считает, что нужно жертвовать ради этой дружбы. Там, собой, своим временем, своими делами, семьей или еще что-то в этом духе. Ну, либо просто пока, мол, пауза, повисим, не знаю, что принять, какое решение, но лучше пока вот оставить на каком-то определенном месте, развивать не хочу. То есть вы, в принципе, протягиваете к этому человеку руку, да, а человек пока эту руку не берет. Я это так вижу. Хорошо, хорошо, давайте посмотрим дальше. На какие у вас эмоции? Какие у вас эмоции по отношению к этой подруге или к другу? Какие вот вызывает человек эмоции в вас? Ну, рыцарь кубков. Опять же, да, идет увлеченность. Ну, то есть вы бы хотели улучшить ваши отношения. Вы как бы, ну, как не просто вот эмоции, да, а эмоции одухотворенности, радости, такие приятные эмоции в отношении этой подруги или этого друга. То есть вы, наоборот, на подъеме идете, да? Вы готовы завоевать обратно доверие, вы готовы, может быть, обратно завоевать эту дружбу, понимаете? И у вас эмоции именно такие оптимистичные эмоции, что вы готовы на все практически. Вы протягиваете, опять же, кубок. Вы на лошади готовы скакать к этому человеку, как только этот человек все-таки как-то раскрепостится и позовет. Может быть, вы чувствуете себя виноватой или виноватым и решили признать свои ошибки, мол, давай помиримся. Может быть, если это был конфликт, да, может быть, человек, если там не имеет времени столько, чтобы общаться, но вы всегда готовы пойти навстречу. Как-то так. Хорошо. А какие чувства или эмоции вызываете вы в этом человеке? То есть какие у этого человека к вам эмоции? Посмотрим. Семерка пентаклей. Ну вот подожду. Вот как бы прям опять же идет момент некоторого ожидания, паузы. Вы знаете, тут человек точно знает, что вы вот как бы какое-то время же дружили, общались, и в это была вложена энергия, в том числе вот этого человека. И этот человек, скорее всего, если вот вы поссорились, допустим, хочет остыть и подождать, да, и потом, ну, вернуться в эти отношения дружеские. А если вы не ссорились, карта показывает, человек отдалился, пока не готов общаться или не готова, но ждет чего-то. Вот, допустим, потом, когда вот такие-то мои дела решатся, мы еще и пообщаемся. Я потом смогу пообщаться. Сейчас я слишком занят делами или занята. У меня там целая куча проблем, семья, 7 по лавкам, дети там и все такое прочее. Хорошо, давайте посмотрим, как человек будет вести себя в отношении вас в ближайшем будущем. То есть как подруга или друг поведут себя в ближайшем будущем в отношении вас. Да? Тройка кубков. Могут позвать на какой-то праздник. Или на какую-то вечеринку, или на какое-то застолье, встречу, корпоратив, там, не знаю. Может быть, на приятное времяпрепровождение, пикник, или там, ну, какие еще могут быть развлечения там между друзьями, посиделки дома, да, вот там гости, чай. То есть это все равно может случиться в ближайшем будущем, несмотря на огораживание этого человека. Человек понимает, что вот совсем окончательно терять я не хочу, и, соответственно, будет все равно что-то предпринимать, вот как будто бы куда-то позовет. Вот как бы, или подарок захочет подарить. Но чаще всего тройка кубков показывает, что именно человек зовет куда-то. Хорошо. Будет ли на долгое будущее продолжаться эта дружба? Давайте посмотрим.
Ну, выпадает король пентаклей, поэтому эта дружба может хоть сколько длиться. Несмотря на то, что был момент некоторого ограждения друг от друга, но эта дружба может сколько угодно, вот лет продолжаться потом. Связь эта не иссякнет так быстро. И, может быть, этому будет способствовать либо какой-то мужчина, либо он вообще вас, в принципе, связывает изначально, либо это просто надежность. Вот король пентаклей, он может здесь показывать просто надежность. Поэтому не переживайте, если особенно у вас именно такая ситуация, что, допустим, либо был конфликт, либо ограждался человек, но это пройдет. То есть, если ограждение было, это просто у человека нет, допустим, времени или еще что-то. Ну, такое у всех у нас бывает. Мне вообще вот некогда с друзьями общаться, ну что теперь. Ну, вот такая позиция номер 1. А мы перейдем к позиции номер 2. Может быть, вы уже тут второго человека для своей дружбы, да, загадали, а может быть, это уже совсем другая история, да. Бывает такое, что люди прям на трех друзей гадают, на подруг, а может быть, только на одного человека. Ну и смотрим. Первая карта у нас – это двойка жезлов. Это в чем состоит сейчас сложившаяся ситуация между вами, да, вот в этих дружеских отношениях. И мы видим здесь вот как бы либо люди не общаются какое-то время, ну, двойка жезлов, она часто показывает, что слишком много пассивности в этой связи, и, ну, как будто бы некое молчание, охлаждение, официоз даже иногда. То есть, когда люди уже не тепло общаются друг с другом, и не холодно, и не строго, а, ну, как бы нейтрально, что ли. Вот от слова именно совсем как будто бы никак. Понимаете? Двойка жезлов может также означать, что между вами идет как бы выбор. Один из вас стоит между двух огней. Ну, допустим, выбрать подругу друга или мужа-жену в общении, да? Или выбрать одну подругу для общения, или другую. То есть выбор может идти по этой карте. Я здесь сильного конфликта никакого не вижу. Не вижу распри, не вижу споров. А как бы какое-то нейтральное положение в этой дружбе. Какие мысли у вас по поводу подруги, друга, которого вы здесь загадали? Давайте посмотрим. Ага, десятка мечей. Ну вот как я и говорила, какое-то говорю как бы как нейтральное, или молчат, или вообще люди не общаются. Десятка мечей и говорит об этом, что вы боитесь, что эта дружба закончится, ну, в скором времени. Или закончилась уже, и вы об этом думаете, что что-то между вами произошло такое не очень хорошее до этого, да, а теперь вы уже долго молчите. И, допустим, загадали человека, с которым вы уже давно не общаетесь, не дружите, и вообще раньше просто были друзьями, и не более того. Поэтому я так могу здесь сказать, что, конечно, ну, карты такие, да, очень, очень отрицательные, если вместе их смотреть. То есть, когда дружбы-то уже и нет, и конец ей. Либо вы этого очень боитесь. Ну, страхи посещают каждого из нас, и вы очень пессимистично смотрите на дружбу с этим человеком, либо человека считаете, ну, или предателем, допустим, или тем, кто перестал с вами общаться, и вы не знаете, вы в отчаянии, допустим, вас заблокировали, вы не знаете почему, или знаете, но не знаете, как это исправить. Что думает этот человек по поводу вас? Пятерка мечей, что вы очень грязно поссорились или предали действительно этого человека. Подставили, сделали гадость. Очень злится этот человек на вас, очень злится. Ну, я так понимаю, что между вами действительно что-то произошло ужасное. Ну, либо между вами, допустим, как человек считает, много было грязи. Ну, всякий склок, сплетен. В итоге вы друг друга победили, и каждому из вас горько. Каждый остался при своем, и это пирова победа, да? То есть заткнули друг друга за пояс, и, ну, жалеете друг друга внутри себя все равно, даже если переспорили. Каждый из вас, допустим, в одном переспорил, кто-то в другом переспорил. Но идет именно ситуация сожаления о грязных спорах, ссорах, конфликтах.
либо между вами произошла какая-то ситуация настоящего предательства. Ну, то есть, когда человек считает, что, допустим, вы его предали, или наоборот, он является, этот человек, предателем, да, или она. Очень плохая карта, карта вражды, то есть как будто бы люди из друзей превратились во врагов, если честно. Вот так прям, как будто бы человек считает, что вы его враг. Хорошо, эмоции ваши по отношению к этому человеку, к этой подруге или другу. Туз кубков. Вы этого человека по-человечески любите. Ну, то есть карта говорит об эмоциях, сильных эмоциях, когда есть чистые чувства любви, прощения, раскаяния и, мол, ну, не знаю, искренней души, что ли, искренности в душе, да. Вы по отношению к этому человеку считаете, что вы чисты именно душой. И либо готовы очиститься, простить друг друга, вот что ли. Что если бы человек решил, допустим, пойти навстречу, то вы бы точно пошли навстречу. Но вы в отчаянии, вы не видите выхода для этого. Хорошо. Эмоции человека по отношению к вам. Восьмерка мечей – это очень плохие эмоции. Человек действительно решил поставить точку, оградиться и, ну, либо обижается, либо считает, что невозможно восстановить такие отношения. Невозможно, и все тут. Что-то произошло такое, из ряда вон выходящее для этого человека, что невозможно быть в мире с вами. Вы знаете, я вот еще подумала, что восьмерка мечей – это такая карта, когда внутри все-таки где-то есть чувства, конечно, хорошие. Они все равно остались, но человек всячески их блокирует. Ограждается и блокирует, вот так могу сказать. То есть нет такого, чтобы вот совсем все было вот прям, ну вот бездушно, да? Тут не бездушно, нет. Эмоции есть, по мечам всегда они есть. Но человек как бы, наверное, все-таки в обиде именно. Я это чувствую так, как в обиде. Хорошо. Давайте посмотрим, как человек будет к вам себя вести в ближайшем будущем. Проявит ли себя, не проявит. Это подруга или друг. Действие. Карта «Мир». Мир может показывать подведение итогов и отсутствие действия. Абсолютное отсутствие. То есть человек как молчал, так и будет молчать в ближайшем будущем. Не надейтесь, да? Но мир, опять же, эта карта очень хорошая. Она может означать великодушие. То есть человек дулся и простил. И тут уже, естественно, наверное, от вас зависит, как вы себя проявите. Потому что у вас-то десятка мечей в мыслях, что ничего невозможно изменить и исправить. На самом деле вы, может, и не пробовали. Может быть, вам поговорить с человеком в ближайшем будущем, да? И человек может пойти на мировую. Потому что мир, он и есть мир. Примириться, да? Примириться. Но шансы дает эта карта. Либо, если вы поговорите, вы хотя бы сможете, ну, допустим, человек вас оттолкнет, но вы хотя бы сможете четко себе сказать, этой дружбы больше нет. То есть подвели итоги, вышли на другой уровень, пошли к другим совершенно подругам или друзьям. Все, типа, мы расстались навсегда, как друзья, да. Поэтому вам здесь надо вот этот момент, конечно, решить. Сможет ли эта дружба дальше продолжаться в течение длительного времени или нет? Королева мечей четко сказала, что нет. Карта одиночества и отсутствия дружбы как раз таки. Поэтому, если вы даже и помиритесь в ближайшем будущем, или у вас состоится примирительный душевный разговор, на этом будет все. Здесь очень сложно восстановить отношения. К сожалению, вам лучше найти другую подругу или друга. Ну, вот такая позиция, извините. Здесь что-то произошло такое. Перейдем к позиции номер 3. Номер 3. Наша жаба. Давайте посмотрим первую карту. Вот сейчас какая ситуация между вами и загадным человеком, вот этим другом или подругой? Мы здесь, я все равно вертела, переверну. Мы здесь видим карту справедливость. Справедливость показывает честность в отношениях.
То есть вот какая-то прозрачность, что ли, когда люди могут общаться очень официально или очень честно друг с другом, вот как бы уважая друг друга. Все равно это карта уважения, но иногда осуждения. То есть если у вас произошла ссора, конфликт или какой-то нехороший поступок, это благородное осуждение. Вот именно благородное. То есть если вдруг вы действительно конфликтовали с этим человеком, он себя считает, ну, непоколебимо, свято, безгрешным. Вот так. Переубедить такого человека практически ни в чем невозможно, потому что он считает, что он прав раз и навсегда. Это очень упертый человек, который имеет только свое мнение и ничего другое. Если у вас конфликтов не было, это может быть абсолютно честное, хорошее, искреннее, но без лишних эмоций, чувств, дружба. То есть, когда люди просто уважают друг друга и общаются. Как-то так. Хорошо, давайте посмотрим следующую карту. Что вы думаете о вашем друге или подруге, ваши мысли? Ага, королева кубков. Ну, вы прекрасного мнения об этой подруге, да? Если вот вы друга здесь загадали, то вы считаете, что на друга влияет какая-то женщина очень сильно. Она его там заворожила, обворожила, влюбила, увела. Если вы о подруге здесь спрашиваете, ясно видно, вы считаете, она очень красивая, она молодец в жизни, душевная женщина, добрая, может с вами общаться, вы о ней очень хорошего мнения. Считаете, что, может быть, эта женщина хорошо к вам относится и вас любит. Но если это друг, тут совсем иначе. Между вами, как вы считаете, есть чисто дружеские, прям очень сильные привязанности и чувства, но вы также считаете, что на него повлияла женщина и уводит от вас. Вот прям так. Хорошо. Давайте посмотрим, какие мысли у друга по отношению к вам или у подруги. Ну, здесь мы видим пажа жезлов, хорошие мысли. Вот я пообщался или пообщалась, вот с удовольствием прям. Вот прям хочу пообщаться, вот цель имеет даже, я бы сказала, что какой-то совершить разговор, встречу, общение, поддержать огонь дружбы. И даже если вы ссорились, этот человек очень хочет поговорить. Поговорить, пообщаться, проявить инициативу. И ничего не знаю, будешь со мной разговаривать, я буду настаивать. Вот как-то так. Здесь это видно прям совершенно точно, что человек к вам настроен на сегодняшний день или настроена. Имеет о вас очень хорошее мнение, но считает несколько, чуть-чуть наивным человеком. Вот. Ну, простодушным, нехитрым. Но это же хорошо, а не плохо, да, что вас предателем не посчитали. Так, эмоции ваши по отношению к этой подруге или другу. Двойка кубков. Прекрасные эмоции. Вы этого человека от души, скорее всего, любите, уважаете, цените. Даже если это друг, вы видите, что он под влиянием некой женщины, жены или еще как-то, но вы точно знаете, что вы этого человека искренне любите от души. Ну, не как противоположный пол, а именно как своего друга или подругу. Если женщины, так вообще хорошо. И мнение у вас хорошее об этой женщине, да, девушке. И, естественно, эмоции очень светлые, что вы считаете, ну вот, не знаю, там лучшая подруга, любимая подруга, очень люблю, хорошо отношусь. А вот какие эмоции у этого друга или подруги к вам? Шут? У вас как-то вот интересно пошло. Вы уважаете, авторитетом считаете, а человек очень хорошо к вам относится, готов общаться, разговаривать, даже если это снова будет дружба с нуля, да, как говорится, допустим, после конфликта, и человек считает себя правым, все, но считает вас наивным человеком. Это совершенно точно здесь. Наивным и простым. И ну, считает себя умнее. Это совершенно здесь просматривается, но хорошо относится с интересом к вам, с интересом. Мало того, что человек считает вас, допустим, наивным человеком, но все-таки интересным, то есть неординарным каким-то, выделяющимся из толпы.
И эмоции хорошие, светлые, заинтересованность. У вас, видите, светлые чувства любви, вот вы готовы там, не знаю, до гроба дружить. А здесь более свободные эмоции, но заинтересованность и привязанность душевная, она как бы здесь все равно присутствует. Ну как присутствует? Именно человек не ставит вашу дружбу на первое место там, поверх своей семьи или еще что-то. Такого нет. Если вы ставите, зря, конечно, но человек не ставит. Человек знает, что у него есть там работа, семья, там дети или учеба или еще что-то, а потом вы. Но этот человек хорошо к вам относится, вот так могу сказать. Действия этого друга или подруги по отношению к вам в ближайшем будущем. 9 кубков. Ну, может позвать выпить, например, по этой карте, да, позвать в гости, позвать выпить, пообщаться по интернету, подарить подарок. Вот так могу сказать. То есть действия пассивные, но если вы, допустим, проявите инициативу, человек ее явно поддержит. Ну или просто живу в свое удовольствие, там, допустим, пойдем на вечеринку, пойдем на дискотеку, если это молодые, приходи в гости, давай пообщаемся по интернету, там, по видео или еще как-то. То есть какая-то такая вальяжная карта, она может только говорить исключительно о том, что вот просто человек просто общается, вот в своей зоне комфорта. Как общение шло, так оно и может идти, либо улучшение общения на основе того, чтобы люди там, допустим, вместе предавались каким-то удовольствиям и такому ненавязчивому легкому общению. И долго ли будет эта дружба? Вот на долгое будущее есть эта дружба или нет? Маг. Маг говорит, что можно сколько угодно дружить, особенно если вы позволяете от этого друга некие манипуляции или подруги. Ну, то есть человек всегда будет считать себя несколько важнее вас. Вот несколько умнее, несколько важнее, несколько богаче, несколько лучше, круче. Но это человек сам по себе такой. То есть это видно, что, понимаете, есть люди, которые всегда себя считают лучше других. Это не то, что это правда, да, вы там в своей сфере лучше, но этот человек несколько эгоистичный и не замечает этого, а скорее сконцентрирован на себе, своей семье и своей жизни. Но дружить не против. Ну, вот такая позиция номер 3. Всем спасибо за внимание, жду, что вы продолжите смотреть мой канал, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал Элайф и до новых встреч, пока-пока, жду вашего мнения.